Мониторы, средства связи, сигнальное табло. Под умелыми руками авиадиспетчера все эти кнопки оживают прямо на глазах. Цветные линии с поворотами и перекрестками для самолета, такие же пути на небе, как и дороги для машин на земле. А синие вот эти линии, да, это получается все самолеты, которые к нам заходят через вот эти схемы. Это получается схема. Вот желтое, то, что объединено, вот все самолеты по желтым, вот можно сказать, вот линиям, если вам дословно объяснить, вот все самолеты вылетают от нас, которые по этим желтым линиям. А на прилет вот по синим, то, что тут объединено, это на прилет. Казбеку Абубакарову 25 лет. Работу диспетчера он выбрал не случайно. Небо его манило всегда. За 3 года усвоил практически все азы оборудования. Вот это радио 13 круг. Связь со всеми абонентами. Вот тут, например, сейчас на вышка это находится, диспетчер старта вышки. Он контролирует то, что на земле находится. Все воздушные суда, которые вылетают. И на земле он их контролирует. Вот это АДП. Вот АДП занимается вот этим всем планированием, все прилеты, вылеты. Туда как бы сообщения приходят на компьютер, какие борты будут сегодня вылетать. Вот такие вот. Каждое утро мы принимаем вот такие планы. У диспетчера аэродромного пункта нелегкая, что немаловажно, ответственная работа. Он составляет суточный план полетов, согласовывает его с другими службами, коллегами из других аэропортов. Беслан, Грозный. Сосед, тебе для информации от меня будет взлетать Boeing 757, выход гора Дикол, набор 6000, но 3000 Ростов. Тебе для информации. Пилоты, управляя самолетом, находятся в постоянной связи с диспетчером, потому что именно он отвечает за все этапы движения воздушного судна, от взлета до посадки. Диспетчер, который руководит движением воздушных судов, он управляет движением воздушных судов на земле, на рулении, до взлета и после взлета до определенной высоты, до рубежа выхода из его зоны, которую он руководит. Что бы ни случилось в полете, диспетчер узнает об этом первым. Эту работу многие даже сравнивают с шахматной игрой, с той лишь разницей, что от правильного хода диспетчера зависит жизнь сотен людей. Главное в этой работе – быть собранным. Диспетчер должен иметь хороший самоконтроль, должен быть человеком ответственным. Он не должен обладать образным характером, у него должен быть мышление, аналитический ум. Он должен вовремя и быстро, не тратить время на раздумья, принимать вовремя быстрое решение. Все это необходимо для диспетчера. Десяткам тысяч авиадиспетчеров ежедневно доверяют своей жизни более 5 миллионов человек. Потому от главного тандема пилот-диспетчер напрямую зависит исход пунктира «Небо-Земля». Хадижа Дадаева, Рахман Ахтаев, Али Вахаев, Вести, Чеченская Республика.